Добрый день, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Мирзаянова Маргарита Маратовна. Я являюсь преподавателем музыкальных и вокально-хоровых дисциплин специальности музыкальное образование колледжа БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Более 60 лет данная специальность колледжа готовит специалистов, учителей музыки и музыкальных руководителей. В результате освоения образовательных программ и профессиональных модулей студенты научатся проводить уроки музыки и праздники в общеобразовательных организациях, проводить музыкальные занятия и утренники в детских садах, подбирать музыкальный репертуар, работать с детским вокальным ансамблем, солистами, руководить детскими хоровыми коллективами. Выпускники колледжа – это творческие, харизматичные люди, профессионалы высокого уровня, специалисты в сфере музыкального образования детей. В колледж на данную специальность принимаются абитуриенты с различной музыкальной подготовкой, принимаются абитуриенты и без специальной музыкальной подготовки, но с хорошими музыкальными данными. Вступительные испытания, которые будут проводиться согласно расписанию с 11 по 13 августа, направлены на проверку музыкальных и творческих способностей абитуриентов. Обратите внимание на слайд. Консультация по графику у нас 11 августа в 10 утра. Экзамен 12 августа в 10 утра. Для чего нужен резервный день? Если вы вдруг заболели, плохо себя чувствовали и не смогли явиться на экзамен, для вас существует еще один резервный день 13 августа в 10 часов. А также на данном слайде вы можете увидеть, что консультации будут доступны для просмотра на официальном YouTube-канале университета. Если вам что-то непонятно или вдруг что-то вы пропустили, вы можете там пересмотреть эти консультации. Итак, что требуется для абитуриентов без специальной музыкальной подготовки? На экзамене вы должны выполнить будете два задания. Первое задание – подготовить исполнение двух песен. Первая песня – это народная песня напевного характера, без музыкального сопровождения. То есть обязательно акапелла. Можно исполнить песню на своем родном языке, башкирском или татарском, может быть даже марийском или чувашском. Но обязательно, еще раз напоминаю условия, это исполнение акапелла. Вторая песня из школьного репертуара. То есть это детская школьная песня. Исполняется она под фонограмму минус. Желательно, чтобы фонограмма была не караоке, то есть без поддержки мелодии песни. Внимательно послушайте минусовку, которую вы хотели бы использовать, и определите, есть ли в ней дублировка мелодии или нет. Если нет, это хорошая минусовка, под нее можно исполнить песню. Далее, второе задание – это проверка музыкально-слуховых данных. Экзаменатор будет вам предлагать исполнить звуки или небольшие попевки, или звуки звучащего аккорда, и вам нужно будет повторить за ним голосом. Или, допустим, он вам будет играть аккорды, а вы должны будете определить, сколько звучит звуков. Может быть, он сыграет вам один звук, или два звука, или три звука вместе, или, может быть, даже 4. И вы должны будете определить на слух, сколько звучит звуков. Также можно определить, вам понадобится определить на слух движение мелодической линии. Сыграл вам наверх экзаменатор или сыграл вам вниз мелодию экзаменатор. И повторить ритмические рисунки. Экзаменатор вам будет прохлопывать ритмический рисунок, и вы должны будете за ним в точности постараться повторить.
На данном слайде вы можете видеть критерии оценки для абитуриентов без музыкальной подготовки. Исполнение песен – это знание текста наизусть, частота интонации, четкая дикция и артикуляция, тональная устойчивость, воплощение художественного образа, сценическое мастерство, артистизм и певческая культура. Критерии для музыкально-слуховых данных – это точность интонирования, определение звуков, звуков аккорда, небольших музыкальных попевок, исполненных голосом и повторенных за экзаменатором. Точность определения звука в звучащем аккорде 1, 2, 3 или 4. И точность прохлопывания ритмического рисунка. Для абитуриентов с музыкальной подготовкой, те, кто закончили музыкальные школы или школы искусств, тоже предлагается в первом задании исполнить 2 песни. Первую песню, также народную песню напевного характера, акапелла, без музыкального сопровождения. И вторая песня, также детская школьная песня, возможно, исполнение под собственный аккомпанемент на музыкальном инструменте, а возможно и под фонограмму. Также минус без дублировки мелодии в фонограмме. И второе задание – подготовить исполнение на любом музыкальном инструменте. Исполнение инструментального произведения на ваш выбор. То, которое вы считаете более удачным. Если вы закончили музыкальную школу и сдавали несколько произведений, то, что у вас лучше всего получается, это произведение и предоставьте экзаменационной комиссии. Весь репертуар, конечно, исполняется наизусть, не по нотам. Критерии оценки для абитуриентов с музыкальной подготовкой. Исполнение песен. Те же самые критерии вы можете увидеть на слайде. Исполнение музыкального произведения. Уверенное, яркое, эмоциональное исполнение. Техническая свобода исполнения. Грамотное владение педалью, меховедением. Ритмическая устойчивость. Умение слушать себя. Точное исполнение штрихов. Стилистически верное, грамотное, целостное исполнение, раскрытие авторского замысла, художественного содержания пьесы. На данном слайде приведен примерный репертуарный список детских песен для исполнения под фонограмму. Это, конечно, легендарные детские песни советского периода. Если вы не знаете, что им исполнять, можете обратиться к данным песням. А также вы видите репертуарный список русских народных песен напевного протяжного характера. «В ополе береза стояла», «Со вьюном я хожу», «Уж вы мои ветры». И, кстати говоря, хотелось бы обратить внимание, что вот эти песни можно найти в хрестоматии русской народной песни для учащихся 1-7 классов общеобразовательной школы, составитель Микалина. В интернете есть доступ к этому сборнику. Все эти песни вы можете в этом сборнике найти. Ну и «Крылатые качели», «Прекрасно далеко». Вот данные песни это тоже есть, конечно же, в доступе на интернет-ресурсах. Ну а также вы можете выбрать какие-то, может быть, другие песни из сборников «Антология советской детской песни» с 1 по 4 выпуск. Там есть и простые песни, есть и сложные песни. В общем-то, выбирайте ту песню, которая вам нравится и которая будет у вас хорошо получаться. На данных слайдах вы видите критерии проверки данных абитуриента без музыкальной подготовки. Здесь будет у нас 100-бальная система, и от того, как вы выполните точнее задание, будут вам выставляться баллы. Значит, если
вы уверенно исполняете песню наизусть, владеете хорошим певческим дыханием, звуковедением, кантиленой, поете музыкально, ритмически точно, чисто интонируете, четко артикулируете, исполняете эмоционально, артистично, передаете художественный образ, да, в песне, а в музыкальных заданиях точно интонируете отдельные звуки, звуки аккордов, звуки небольших музыкальных попевок, исполненных голосом, повторенных за экзаменатором, точно определяете количество звуков, звучащих в аккорде 1, 2 или 3 или 4, точно прохлопываете ритмические рисунки за экзаменатором, то вы получаете от 100 до 85 баллов. Вот. Ну и дальше вот вы можете потом на записи остановить и познакомиться с остальными критериями. Да, если вот эти критерии вы выполняете, то 84-69 баллов. Если что-то похуже сделали, то вы получаете 68-53 балла. Ну и ниже 52, если, в общем-то, не справляетесь с данными заданиями. Следующий слайд у нас – это критерии оценки проверки абитуриентов с музыкальной подготовкой. На 100-85 баллов нужно уверенно исполнять песни наизусть, владеть хорошим певческим дыханием, звуковедением, кантиленой, петь музыкально, ритмично, точно, все те же критерии, да, чисто интонировать, четко артикулировать слова песен, исполнять эмоционально, артистично, передавать художественный образ. Ну и в музыкальной пьесе, которую вы будете исполнять, тоже уверенно, ярко, эмоционально исполнять музыкально-инструментальную песню, владеть технической свободой исполнения, грамотно овладеть педалью, меховедением, ритмично играть, выполнять инструментальные штрихи, стилистически верно и грамотно исполнять произведения, раскрывать авторский замысел художественного содержания пьесы. Ну и далее я зачитывать не буду. Тоже, если вы хотите подробно ознакомиться, можно будет остановить видео и познакомиться с критериями. То есть, пока я листаю, еще раз хочу подчеркнуть, что вы можете исполнять пьесу на любом музыкальном инструменте, которым вы овладели при учебе в музыкальной школе или в школе искусств, ну, или в другом каком-то месте. И имеете специальную музыкальную подготовку. По результатам набранных баллов зачетная наша система переведет, вернее, подведет итоги. Если вы наберете от 100 до 53 баллов, то вам комиссия поставит зачтено. Если меньше 53 баллов, то будет не зачтено. То есть, значит, вы не обладаете музыкальными данными, музыкальными способностями и не подходите в абитуриенты для данной специальности. Так, следующий слайд у нас. Давайте еще раз обратим внимание на график, по которому будут проходить вступительные испытания. Значит, консультация 11 августа в 10:00, экзамен 12 августа в 10:00. И еще раз напоминаю, что у вас будет еще один резервный день 13 августа, если вы по каким-то причинам не смогли быть 12-13 августа, последний резервный день. И, значит, что нужно сделать в этот период? По расписанию необходимо явиться будет в 7-й корпус БГПУ имени Мифтахетдина Акмуллы по адресу Октябрьской революции, 7. Обратите внимание, что на сдачу экзамена дается одна попытка. Пересдачи не предусмотрены.
Вступительные испытания оцениваются по зачетной системе. Зачет, не зачет. Специальность музыкальное образование предлагает вам получить уникальную творческую профессию и ждет талантливых, креативных, любящих музыку и вокал девушек и юношей.